Я думаю, сегодня ты провел показательное выступление от самого себя. Когда ты выходишь в клетку, соперник как бы погружается в твой ритм и не знает, как против этого действовать, и ты забираешь победу. Ты согласен с такой оценкой? Определенно возможно, только не для меня. Как я уже сказал, я очень критичен к себе. Я хотел увидеть больше от себя. Я, конечно, доволен результатом, но я просто знаю, что я мог бы сделать больше. Еще до конца первого раунда я понял, что он не сможет сделать ничего, чтобы победить меня, потому что он будет стремиться чисто нанести сокрушительный удар. Я думаю, что он был слишком нерешителен. Я сразу почувствовал это, что он во многом сомневается. И я знал, что заберу этот бой. Хотите купить современную одежду высокого качества? Тогда вам обязательно нужно обратить внимание на бренд Painkiller, которому отдают предпочтение многие звезды железного спорта и мира единоборств. Огромное количество стильных принтов, широкий размерный ряд и большой выбор продукции на любой вкус и все случаи жизни. Заходите по ссылкам в закрепленном комментарии и обновляйте свой гардероб. Также вы можете вживую увидеть и примерить одежду в московском шоуруме на станции метро Автозаводская. Painkiller — бренд, который поднимает ваш тестостерон на новый уровень. В конце мне нужно было около 3-5 секунд, чтобы он проиграл досрочно, потому что он глубоко погрузился в треугольник. Это было забавно. 5 секунд, и без сомнения, победа была бы за счет сдачи. Майкл, поздравляю с победой. Шара считался до боя с тобой одним из самых грозных ударников в среднем весе, но, судя по всему, по тебе он особо попасть не успел. Все-таки как ты оценишь его удары? Я все считаю, что он очень хороший ударник, и почему он людям нравится, потому что то, что он делает, для людей это достаточно необычно и очень интересно. Но когда я увидел его стиль, я знал, что я могу сделать с этим стилем. То есть я со всем моим опытом, я много раз видел такой стиль, и поэтому знал, что с ним сделать. То есть я не думаю, что это ничего от него отнимает или делает его хуже, просто для меня он был достаточно удобным. Ты сегодня был единственным бойцом в карде, кто выходил без флага в инфографике. Можешь рассказать, почему? Мне кажется, что все пытаются найти свою группу, какую-то такую, какую-то, я не знаю, племя свое, так сказать, и это только разъединяет людей больше, чем их соединяет. Мы все одинаковые, мы все одна нация, мы все одни люди. Мне не важно, ты король или ты нищий. Мне кажется, что ко всем нужно обращаться одинаково. И последнее от меня. Вот, мне кажется, сейчас у всех в объективах засвет от твоего перстня. Можешь немножко рассказать про него, сколько он стоит и кто подарил или сам купил, не знаю. Это такая игра, потому что я знал, что я выхожу в клетку против пирата. И поэтому есть такие ребята, которые со мной связались, они мне сделали это действительно один из одного, такого другого перстня нет, настоящий рубиный. И они мне его подарили, то есть я не спрашивал, сколько он стоит. Для меня было важно, потому что я знал, что я сегодня выйду и покорю пирата. Поэтому это для меня мое сокровище. Yes, of course, I wanted to mix it up. Firstly, again, Shara Bully is an amazing MMA fighter. Regardless of his result, he's going to go on and do some amazing things. Big shout out, big applause for Shara Bully, please. Michael, obviously, moving up to 185 with your home. He's at 170 pounds. What can we expect from the next? Where do you want your next fight to be? And if so... Мы говорили о важности борьбы с Израилем перед этим боем, но чтобы выйти в клетку и победить так, как это сделал ты, я думаю, ты должен чувствовать себя очень довольным прямо сейчас. Я говорил, что вас ждет сюрприз. Мы работали над этим на разминке. Мы работали над этим в течение всей недели, и это сработало. В первом раунде он был очень агрессивен, возможно, более агрессивен, чем мы видели его в последних 2 боях. И он хорошо справлялся с ударами ногами, пока ты не нанес красивый апперкот в конце первого раунда. Ты отрабатывал этот апперкот? Конечно, мы знали, что он будет в очень хорошей форме. Он с самого начала был очень взрывным, очень быстрым.
Но я должен был включить навыки своей борьбы, а вместе с борьбой провести апперкот. У меня было повреждено ребро. Но я лез в борьбу, чтобы иметь возможность сделать заготовленные финты и наносить удары. Ребро было повреждено перед боем, или Израиль повредил его ударом ноги или чем-то еще? Я повредил ребра в США еще перед началом подготовки. Поэтому сначала мы провели всю подготовку без борьбы, только некоторые финты и отработка тейкдаунов. А в конце, в течение пары недель, мы поборолись, но были очень осторожны в борьбе. Ты был удивлен его борцовской защитой? Он выглядел очень сильным, когда ты пытался перевести его на землю. У него очень хорошая борцовская защита, но на самом деле моей целью не было повалить его на землю. Моя цель состояла в том, чтобы замиксовать ударкую борьбу и иметь возможность выполнить свой план на бой. И, наконец, что касается тебя, это огромная победа, самая крупная в твоей карьере. Кого ты хочешь увидеть следующим? Я очистил свой дивизион за 1 год. 4 боя. 2 победы над соперниками из топ-10 и 2 финиша над топами. Дальше бой за пояс. Насурдин, поздравляю тебя с победой. На самом деле, невероятная победа. Ты победил в свое время первого номера паунд-по-паунд и вообще, в принципе, устрашающего средневеса. Каково это вот, победить настолько опасного соперника? Отлично. Отлично себя чувствую. Если честно, это такой же бой, как и другие. Выиграл, хоть он, конечно, легенда этого спорта. Но очень рад, можно сказать. Выложили судейские записки, и все 3 судьи первый раунд отдали Израилю Адесане. Было у тебя понимание, что как раз первый раунд ты проиграл и нужен финиш? Конечно, понимал. Я знал, что там 5 раундов еще впереди. И первый раунд я просто хотел посмотреть, почувствовать дистанцию, почувствовать егошний тайминг, скорость. И, я как бы не гонялся, тихо начинал. И уже второй раунд уже начинал работать. Работу. Ты сейчас взял телефон, не знаю, кто тебя поздравляет, но было одно интересное поздравление, которое тоже уже стало публичным. Хамзат Чимаев написал у себя в социальных сетях: «Поздравляю, Кумык». Видел ли ты это и что Кумык ответит Чимаеву? Мне сказали, да, спасибо, Баркала, от души большое. Но он мне часто поздравляет после боя, я тоже его поздравляю после его боя. И вот так приятно очень, спасибо. И что думаешь по бою с Хамзатом? По сути, Хамзат победил Роберта Уитакера, ты победил Адесаню, это были тоже такие вечные враги, и сейчас вы новая школа, молодые, заряженные, бьющиеся, борющиеся. И по сути, вот ваш бой, есть ощущение, что самый очевидный бой в среднем весе. Пока что не у него пояс, не у меня. Пояс у Дрикуса, может измениться будет у Стрикланда. Мы оба мерите, заслуживаем биться за пояс. Посмотрим, как будет. Поздравляю с победой, нокаутом с одного удара. Это то, к чему стремится каждый боец. Ты искал этот удар сегодня или просто представился шанс во время боя? Я всегда стараюсь заканчивать бой одним нокаутирующим ударом. В прошлом бою я сломал руку и не смог этого сделать. Но это всегда моя цель. Томас обладает фантастическим боксерским опытом. Приятно ли отправить одним ударом в нокаут парня, который отлично владеет руками? Честно говоря, до этого момента я думал, что он занимается борьбой и грэпплингом. И теперь я еще больше рад. Единственное, что меня огорчает, что боксер сбил меня с ног. Когда бы ты хотел вернуться в строй? После Рамадана и отдыха со своей семьей я был бы готов вернуться летом. Тем более я не знаю, правда это или нет, но тут вроде снова должен будет быть турнир. Поэтому я был бы рад провести следующий бой снова тут летом. И если кто-то, с кем бы ты хотел подраться, самое главное, чтобы передо мной стоял человек, с которым я буду драться этим летом. Кто будет этим парнем, мне все равно. Поздравляю с победой. Расскажи про свои чувства про бой и про то, как ты выступил. Спасибо. Конечно, чувства самые хорошие, когда ты выигрываешь, это приятно. Тем более все мы знаем, что у меня 2 последних боя было поражение. Важно было вернуться ментально. Сейчас, если вы посмотрите, я вел бой чуть по-другому. Когда
подряд соперника несколько раз, я не летел, не добивал, просматривал, то есть начал, скажем так, внедрять в бой новые свои геймпланы. Ты сказал, насколько важно для тебя было вернуться в колонку победителей. Это то, с чем ты заходил в клетку, или ты смог отставить это в сторону, просто работать своей работой, или все-таки в голове было то, что ты обязательно должен победить? Ну, конечно, ты отстраняешься от всего, но твоя главная цель вернуться на победную тропу. Когда хочешь вернуться в клетку, и есть ли человек, которого ты хочешь вызвать на бой? На самом деле хочу стараться выступать больше, не раз в год. Вот. Поэтому сейчас надо будет вернуться. Еще есть много работы над ошибками, и как только нам дадут, мы будем готовы. Сергей, поздравляю тебя с победой. Ты сейчас сказал, что мы увидели нового Сергея с другим геймпланом, но все-таки фанаты привыкли и любят того Сергея, который наглухо вырубал своих оппонентов. И вот сейчас Дани Уайту тоже задавали вопрос относительно твоего будущего, относительно реванша с Александром Волковым. И он пока не знает, что сказать, потому что не увидел, опять же, вот этого вот Сергея Половича, который не оставляет вообще ничего от своих соперников. Стоит ли ждать в следующих боях нокаутов, или все-таки вот теперь мы увидим другого бойца, который не будет добивать бойцов, по которым попадал? Ты знаешь, моя основная цель — это пояс. Конечно, надо туда идти, и для этого ты должен быть разносторонне подготовлен, потому что бой может пойти в разную сторону. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы возвращать все на былые рельсы, но самая, скажем так, такая задача была у меня в этом бою. Мой, скажем так, голос, который мы прорабатывали с тренером, он говорит: не лети, не лети. То есть, если мы посмотрим бой, я раза 3, наверное, болтанул, когда мог долететь и добить. Вот. Но я останавливал, смотрел, разные планы прорабатывал, чтобы именно в бою проработать все нюансы. И все-таки вот Дану спрашивали именно про реванш с Александром Волковым. У тебя есть еще желание с ним подраться снова, или это уже забытая история, и ты перелистнул страницу? Ты знаешь, я никогда не выбирал соперников, кого дадут, того дадут, с тем буду драться. Спасибо, поздравляю. Вот, Сергей, поздравляю с победой. Вот ты сам признался, что пару раз его болтанул, но не стал форсировать, потому что, ну, и объяснил, почему. А было ли психологическое какое-то давление из-за того, что он после поражения выходил, и поэтому ли не стал форсировать? Ты знаешь, было психологическое давление именно после поражений, важна была победа, но не было того, что ты не летишь. Наоборот, тебя поджигало быстрее ворваться и красиво постараться закончить бой. Но сейчас ты начинаешь больше думать головой, скажем так, выше соперники, они все думающие ребята. И просто лететь уже не вариант. Уже нужно обыгрывать, уже нужно думать, включаться. Поэтому, да, внутри прям горело желание, но я постоянно себя тормозил. И еще дополнить, все всегда говорят: Сергей не может бороться. Сейчас поборолся, сделал, и тут не так. Как угодить? Вот фанаты привыкли, что Сергей выходит и вырубает своих оппонентов. А тут ты наверняка сам слышал, понятное дело, как публика гудела прям очень сильно. Это не отвлекало от основной задачи, так скажем? Вот, кстати, эмоциональная часть, нужно не вестись на эту тему, тебе нужно исследовать плану. Вот это, скажем так, проработка была этого аспекта. Конечно, хотелось взорваться, там, лететь безумно, но нужно быть с холодной головой, чтобы далеко, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Но ничего, будем стараться возвращаться, показывать зрелищные бои. Это не значит, что я не собираюсь там выступать ярко. Если UFC решит подписать Немкова, как ты думаешь, он в UFC себя покажет? Слушай, ну это такой интересный вопрос. Мне кажется, здесь уже бои покажутся и будет видно как. Потому что мы знаем, что UFC такая организация, когда приходили чемпионы из других организаций, разные ситуации бывают. Поэтому только бои покажут, как будет. Тебе интересно с Ганом побиться? Я же говорю, мне без разницы с кем драться. Мне главное включаться в титульную гонку. У меня цель одна. Если мы посмотрим на мой послужной список, у меня, по-моему, нет ни одного бойца, которого бы я выбирал. Кого мне всегда давали, с тем я выходил драться. If you look at my resume, I've never picked my fights. Whoever they gave me, I always came out and I fought them. Есть ли такое, Сергей, если можно еще вопрос, что вот то, что ты чувствуешь давление, выходя против соотечественников, потому что, есть ли такое, что сложнее драться с соотечественниками? Теперь нет. Бонусы достались Богдану Имамову. А бой вечера — Нурмагомедов Оливейра. Все получат по $50 000. Поздравляю их.
Как дела, Дана? Как тебе фантастический нокаут от Имавова и хороший первый раунд у Исраэля Адесании? Расскажи о своих мыслях по поводу этого поединка и о том, как ты предполагал его завершение до финиша. Изи выглядел потрясающе до тех пор, пока его не поймали. Хорошо дрался, разбирал Имавова на части, держался на дистанции. Защита от тейкдаунов была невероятной, отбивал лоу-кики. Весь первый раунд он провел как нельзя лучше, а потом его поймали. Как ты считаешь, это одна из тех вещей, когда его просто поймали ударом? Или это потому, что его уже настигает его возраст, и он становится медленнее? Как ты думаешь? Слушай, если тебя поймают ударом, значит тебя поймают. Ему 35 лет. Имавову 28 лет, и он в расцвете сил. В соглавном бою Пейдж практически не дал шансов Шаре. Можно сказать, что Шара на самом деле не знал, что делать. Как ты думаешь, когда боец играет в игру Майкла Венома Пейджа, то ему придется по-настоящему нелегко. Ты согласен? Да, я думаю, что ты должен быть агрессивен с Пейджем. Ну, прям драться с ним. Его стиль странный, и он вроде только контратакует. Как бы такой стоит, опустив руки, и ожидает, что соперник будет делать. И вроде ты в беде, если будешь что-то делать, и в беде, если ничего не будешь делать. Послушай, мы можем сказать, что бой был отстойным. Нам не понравился бой, но Сергей победил. Понимаете, о чем я? Он выиграл бой. Смотреть на это было неинтересно. Единственный бой за вечер, который был освистан. Но в конце концов он победил. Сергей устраивает бои, и, как правило, его бои неплохие. Он выходит и наносит сокрушительные удары. Но сегодня вечером это было совсем не весело. Давайте посмотрим правде в глаза. Бой Фрэнсиса и Дерека Льюиса, вероятно, один из самых дерьмовых боев за все время и на все времена, и за все бои, которые когда-либо происходили. Но вы посмотрите на этих двоих бойцов по отдельности. Просто сегодня был не их вечер. И это был не самый захватывающий поединок. Но это не умаляет того, на что способен Сергей. Как ты считаешь, на какое место ты бы поставил Криштиану Роналду в списке лучших спортсменов всех времен? Я небольшой любитель футбола, но что касается суперзвезд, то он одна из величайших суперзвезд всех времен. Мне в нем также нравится то, что каким бы он ни был популярным, успешным и богатым, он остается очень доброжелательным и скромным. Он мне нравится, он очень хороший человек. И есть ли какие-нибудь новости о Коноре? Он скоро вернется? Конор? Да. Я не уверен, что он вернется. Подведи итоги сегодняшнего турнира. Есть ли какие-то бои, которые ты хотел бы увидеть в будущем? Что касается итогов сегодняшнего вечера, я просто хочу сказать, что многие бои сегодня были не самыми удачными, но теперь Имамов поднимется в рейтинге. Имамов сегодня выглядел потрясающе против очень заряженного Исраэля Адесании. Исраэль Адесания победил его в первом раунде, а Имамов отправил его в нокаут во втором. Так что да, я бы сказал, что парнем, который действительно блистал сегодня вечером, был Имамов. У меня только один вопрос. Я только что разговаривал с Насурдином и спросил его, считает ли он, что бой с Хамзатом в клетке неизбежен. И он на самом деле не захотел отвечать на этот вопрос. Он сказал, что сосредоточен на победителе боя Дюплесси и Стрикленда. Ты бы хотел свести Чимаева и Имавова в поединке за звание претендента номер 1? Кто не хочет отвечать на вопрос? Имавов? Да. Опять же, бой Имавова прошел всего 30 минут назад. Я пока не знаю, что мы будем делать, но вариантов много. И да, этот вариант один из них. Дана, в Саудовской Аравии два главных средневеса планеты были побеждены новой школой ММА. Это Хамзат Чимаев и Насурдин Имавов. Можно ли ждать их боя теперь? Да, возможно, когда-нибудь в какое-то время, но прямо сейчас я так сказать не могу. Ну, наверное, да. И последнее от меня. Сейчас звезды большие UFC участвуют в сторонних проектах. Хамзат Чимаев, Арман Цурукян, Петр Ян, Алджимейна Стерлинг. Они становятся капитанами в реалити-шоу сторонних. Как Дана относится к этому? Ничего об этом не знаю, никогда не слышал. Вот Шара Буллет за короткое время стал достаточно большой звездой. В эту неделю он встречался с Криштиану Роналду, с Турки Али Шейхом и как будто бы чуть не справился с давлением, которое на него обрушилось. Считаешь ли ты, что вот так бывает, когда на человека за такой короткий промежуток времени обрушивается слишком много давления?
Нет, я думаю, что просто у MVP очень сложный стиль, да, потому что стили — это то, что делает бой, и у MVP стиль, он всегда работает вторым номером, всегда тебя поджидает, поэтому если ты первым номером не идешь, то вы просто стоите и как-то смотрите на друг друга, а если ты идешь первым номером, то он очень хорошо каунтерпанчит, поэтому просто с ним очень сложно бороться, и я не думаю, что это из-за того, что он, там, я не знаю, под давлением или что-то в этом роде. Давай не забывать о том, что у него один глаз, да? И последний вопрос от меня. Рафаэль Физиев, один из самых ярких ударников легкого веса, написал у себя в Твиттере, что ему предложили разных соперников на сентябрь, декабрь, январь, февраль, но у него по-прежнему нет даты боя. Что с возвращением Рафаэля Физиева, с чем связано то, что ему еще не назначили поединок? Это намного сложнее, но для Дэйна это звучит как трепка. Sounds like bullshit to me. Hello, Дана. Вопрос такой. Вот вы сидели и смотрели бои, в том числе и с Криштиану Рональду, а он как отреагировал на поражение Шара Буллета? Потому что он приехал как раз к этому бою. Да, он болел за Шару, понятное дело. Они дружны, они знают друг друга, поэтому, конечно, он хотел, чтобы он победил. Но не было такого, что он расстроился, может быть? Не знаю, наверное, его нужно спросить, но мне так не показалось. Вот, может быть, и спрашивали до этого, что по Павловичу, что с ним делать дальше? Может быть, имеет смысл организовать реванш с Волковым? Пока не знаю, сейчас решить не могу, сказать не могу, но посмотрим. Он сегодня выиграл, это хорошо. А что будет дальше, пока не знаю. Вот, насколько бьет по бизнесу UFC то, что американцев с поясами становится меньше, а в ближайшее время чемпионов из России, Грузии, там, Казахстана может стать еще больше, например, тоже Шавкат Рахманов. Например, американских чемпионов UFC в легком весе не было аж с 2016 года, не считая временных чемпионов, например, Фергюсона и там, Паре и остальных. Давайте я вам расскажу интересную вещь про этот бизнес. Мы пару недель назад были в Лос-Анджелесе, где дагестанец дрался против армянина, должен был драться против армянина. И было полностью все распродано, полный аншлаг. Раньше, когда это был бокс, было такое, что если ты ехал в Нью-Йорк, то тебе нужен пуэрториканец. Если ты ехал в Лос-Анджелес, тебе нужен был мексиканец для того, чтобы люди пришли. В ММА это совсем по-другому. В этом спорте люди приходят и смотрят тех, которые лучшие бойцы. Поэтому здесь совершенно другая модель, она очень отличается от бокса. Сложно было драться после первого твоего поражения в карьере, причем досрочного, и было ощущение, что ты все-таки немного осторожно вел бой, не как обычно. Да, вы это заметили. Да, конечно. Вы знаете, это была моя глупая ошибка. Я просто недооценил соперника последний раз. Я просто думал, что 3 боя в UFC, я не побежденный туда-сюда, и вот это чуть-чуть. Я недооценил соперника. Но это все опыт. Это не поражение, это хороший урок и опыт. Хвала Всевышнему за это. После победы над тобой Филиппо Лима одержал еще одну победу. Насколько важно тебе с ним расквитаться, или это уже в прошлом? Он без разницы. Если в клетке мы зайдем еще раз, я думаю, что в этот раз он конкретно проиграет. Он конкретно проиграет, я вам это обещаю. Но он выиграл второй бой, красавчик. Я только желаю ему удачи. Если встретимся, то это будет хорошо и в мою пользу. Не знаю, успел ли ты уже посмотреть свой телефон. По-любому там много поздравлений, но было ли сообщение, если посмотрел от Седакова или от Джастина Гейджа? Первый, кто мне поздравил, это мой отец, второй Седаков. Седаков, он очень мой близкий. Он еще, знаете, что написал? Дай мне телефон, пожалуйста, Далер. Он еще написал то, что красавчик, брат, есть на чем работать. Я ему говорю, ты что, я ногу сломал. Мне сейчас так интересно, что он написал. Это дар Всевышнего, наше братство. Он написал характер, брат мой. Я очень рад. Хочу ему позвонить, кстати. Очень рад. И рад, что есть такой друг и брат, кто постоянно думает обо мне, кто постоянно дает полезные советы. Все о тебе говорят, Заурбек. Вот он. Все, короче, про тебя о тебе говорят.
Мухаммад, спроси его, когда его ждать в UFC все-таки. Эй, тебя спрашивает вопрос, когда тебя ждать в UFC? Скажи. Пока не знаю. Я больше никому ничего не скажу, брат. Поэтому я тебе задал этот вопрос. Я обещаю тебе, я никому больше ничего не буду. Брат, пока сконцентрирован на борьбе, а так я тебя построю. От души, брат, спасибо большое. И От души. последний от меня, Мухаммад. Подожди, пожалуйста, интервью дам, я тебе перезвоню. Давай. Да. Ты сказал, что сломал ногу, уже прям зафиксировали перелом? Он вот такой, прям, направо или налево ушел. Но я думаю, то, что нормально. Чуть-чуть такое когда ломаешь кости, ты чувствуешь, она постоянно это делает, да. Больно бывает, когда шагаешь. Но надеюсь, это просто ушиб. Я сильно на это надеюсь, потому что не хочу из-за этой травмы опять слова на английский идет, опять ждать, когда восстановится. Еще раз поздравляю. Спасибо большое, очень приятно. Мухаммад, приветствую тебя. Поздравляю с победой, во-первых. Не знаю, успел ли ты увидеть видео перед своим боем, как именно за тебя болели в родном Таджикистане? Конечно, успел. Братишка мой Далер показал. Говорит то, что брат, смотри, я говорю то, что да нет, это прошлый раз. Оказывается, это сегодня. Или вчера было. Я говорю то, что так приятно. Говорю то, что за меня газует. Спасибо им большое за это. Мне очень приятно. Это дополнительная мотивация. Это, знаете как, это я думаю то, что мой труд окупается. Это меня очень радует. Спасибо, с победой. Вам спасибо большое. Мухаммад, поздравляю с победой. Спасибо большое. Вот по поводу второго раунда, когда ты пропустил удар и немного как будто повело тебя, что почувствовал в этот момент? Да, я почувствовал это. И я сказал тоже, давай, погнали. Я хотел зарубиться. Он что-то чуть задний дал, вот это было мое восстановление, если честно. У меня голова кружился чуть-чуть. Но я был в себе. Я в таких случаях очень много был. Вы знаете, когда это был? В UFC, когда в Абу-Даби дрался с Натаниэл Вудом, и он не попал в первом раунде, когда я упал. У меня есть брат в Таджикистане, его Баха зовут. Все его знают, Баха 84. Короче, они сидят в большом зале, и все смотрят. И он рассказывает мне, и говорит, тишина. И он стоит, говорит, что, поверьте, это не конец. Он был и хуже, чем это положение. И он просто встал. Это было просто такой хороший. Он как бы удар попал, но я был в себе. Вот в третьем раунде, получается, вертушкой попал, как будто бы. Вот, из угла крикнули тебе, он почувствовал этот удар, он почувствовал. Ага. А ты сам как, по ощущениям? Вы знаете, что я помню? Я не знаю, я попал, и он как-то поддержал мою ногу, но я видел, как он двигается. Я его ждал. Вы знаете, когда человек работает со мной первым номером, это моя ловушка. Они думают, что я убегаю, вот я начинаю пропускать, но они сами пропускают. Это моя ловушка. И последнее, на этой неделе я заметил, что ты прилетел, в том числе и с психологом. Вот, насколько это важно было? Потому что редко замечаешь. Вы знаете, в этом игре эмоционально, знаете, как бывает. Я вам скажу, вот все говорят, что таджики самые лучшие болельщики. Когда ты проиграешь, ты потом чувствуешь, что творится там. Не остается ни родителей, ни сестры. Все их матерят, почему проиграл, почему позорил. Это не все такие. Это те, кто, не знаю, в какой-то болоте живут, без воспитания, без ничего, такие эти говорят. И когда неприятно просто, понимаете, когда матерятся родители особенно, когда вот трогают мои родители, мне это неприятно. Вот поэтому последний раз был чуть тяжело восстановиться эмоционально. Было тяжело, конечно. Блин, это говорит что-то, тот говорит. Еще знаете, что обидно? По городу отец ходит, гаишник останавливает, ему показывает, как мне драться. Блин, ты гаишник, сделай свою работу. Или другой ходит по магазинам. Вы знаете, что случилось вообще? В тот день было такое, отец был без настроения. Отец это очень мой самый ярый фанат.
он по магазину с мамой ходит, и там две пацаны в Таджикистане. И они матерятся, говорят то, что вот Мухаммад, ну, очень плохие слова, проиграл. И рядом просто ходит отец. И они материли мою маму, и мама была там тоже. Отец поймал его, и мама сразу схватила, сказала то, что пожалуйста, не делай. Ты в эмоциях, ты просто держи себя, не делай это. Поэтому, вы знаете, это тяжело так. А так я уже привык к этому. Критики всегда есть, всегда будут. Отец мне сказал это. Просто делай свое дело и все. Для меня самое главное, вот сегодня я вышел, я не знаю, вы заметили или нет, выход показали или нет. Я постоянно сам себе говорил, Отаджон это для тебя, Отаджон это папа. Отаджон это для тебя, Отаджон это для тебя. Вы знаете, что я вспомнил вчера, это было очень как бы эмоционально. Когда я был маленьким, я помню это, отец и мама переехали с Куляба в Душанбе. У него не было работы. И я помню, я единственный сын в семье. Я помню то, что один день отец заходит домой, и мы маленькие, старшая сестра, маленькая сестра. И последняя, Амина, 2-3 месяца ей была. И у отца 2 куклы. Он открывает свой замок вот так и просто показывает куклы сестрам, старшей сестре и младшей. И они обрадуются, а я такой грустный, просто иду в другой комнате, просто мне было обидно, почему не подарил мне отец что-нибудь. И в этот момент отец вышел и не вернулся где-то 3-4 часа. Я в этой неделе думал, я не знаю, почему это просто пришло ко мне в голову. Куда пошел мой отец? Там, где мы жили, это профсоюз район. Просто рядом со школой был рынок, там было все. Игрушки, хозяйственные продукты, все. А потом отец просто на 3-4 часа просто ушел и вернулся 4 часа и вытащил такой маленький пистолет, здесь мы назвали его драконом. Да, дракон был такой маленький, я не знаю, вы помните или нет. Черные были, серые были и такой золотой. Он вытащил, мне дал. Я в этой неделе подумал, он просто пошел взять в долг у кого-то и купил мне этот пистолет. Так мне было обидно. Я в этой неделе сказал то, что отец, это бой для тебя. И до конца своей карьеры я буду драться за него, и все. Для меня больше без разницы. Я не буду драться за кого-то. Отец, отец, отец. Мухаммад, салам алейкум. Алейкум салам. Вот ты сейчас говорил про фаната, вот сразу вспомнилась вот ситуация с Фаридуном Адилом. Как ты думаешь, он примерно в такой же попал после вот поражения вот на Исей? Мы очень хороший пример вы привели. Это очень хороший пример. Когда он проиграл, когда он выигрывал, терминатор. А когда он проиграл, говорят то, что бой продал. Это за что? Как ты можешь бой продать? Даже 2 миллиона, 3 миллиона. Откуда у них есть такие деньги, что Фаридуну дали, чтобы бой проиграть? Нет, это был очень хороший. Я этот бой сам смотрел. Фаридун показал хороший бой, а другой, вы знаете, я от него не ожидал, но другой дал такой напор, когда вот, например, я борюсь с кем-нибудь, а когда есть защита, это борьба, тяжелая борьба. А когда борьба односторонняя, вот это другая борьба. У Фаридуна и у соперника были, он взял, другой взял, он взял, другой взял. Фаридун устал. Может быть, Фаридун неправильно восстановился. Может быть, у Фаридуна были проблемы со здоровьем. И у него были ожог ноги. Я просто кто-то сказал мне, я очень хорошо знаю Фаридуна. Мы не так сидим или разговариваем. У нас просто очень много хороших общих знакомых, которые говорят то, что этот человек откуда вышел. Этот человек, никто его не знал где-то 2-3 года назад. Но сейчас весь Таджикистан его знает. И когда он проиграл, его сказать то, что вот он, конечно, это очень, с эмоциональной стороны, это очень сильно. Но я желаю ему то, что он вернется, он воин, он очень сильный. У него все есть для того, чтобы стать чемпионом и быть чемпионом, и долго держать титул. Ему всего наилучшего. Фаридун, брат, всегда вперед, газуй, родной. Спасибо. Удачи тебе тоже, Спасибо большое. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.